Для того, чтобы вырастить заинтересованного ребенка, нужно быть заинтересованным родителем. Хорошо, что большинство мам и пап именно такие, и на кружки отдают своих чад, и на разные спортивные секции, а некоторые отдают прямиком в студии. Мы хотим рассказать о студиях, которые функционируют на базе филармонии, о детской эстрадной студии «Тоника» и национальной студии при ансамбле «Асия Кыа». Детская энергия, как неудержимая стихия, вечно куда-то рвется. И важно эти импульсы направить в продуктивное русло. Малышей-энерджайзеров в танцы, например, а громкоголосых соловушек заинтересовать пением. И полезно для ребят и родителей спокойно, ведь таланты раскрываются. Детские студии – отличные помощники в воспитании творческого начала. А руководители и педагоги, которые, кстати, предпочитают, чтобы их называли старшими коллегами, яркий пример профессионального мастерства. Например, Евгений Жильцов. Он успешно совмещает роль солиста балетной группы ансамбля «Асия Кыа» и работу руководителем в одноименной детской студии. Ну, конечно, с детьми работать, я бы не сказал, что это слишком тяжело. Ну и не просто, наверное. Ну, не просто, да. Все-таки это особый контингент, скажем так. Это не профессиональные артисты. Именно хореография. Это тяжелый труд. Очень тяжелый. Ну, я не любитель кнута и пряника. Бывает, допустим, ребенок не может себя раскрыть. Вот проходит буквально год, даже 2 года проходит, меняется совершенно. То есть на ребенка не то, что, скажем, крест поставили, то есть ничего не получится с ним. А тут вдруг какой-то порыв, какой-то как взрыв какой-то произошел. Даже когда они выходят на сцену, мы выезжаем на конкурсы, я к ним сразу подхожу, говорю, волноваться должен я. А вы должны просто выйти на сцену и танцевать. А за кулисами потею, волнуюсь, это я. И по хореографическому, и по вокальному направлениям регулярно проводится набор. Детей, кто смог себя проявить, с распростертыми объятиями приняли в коллективы. К слову, изначально набирали ребят с 8-летнего возраста, но в ходе кастинга выяснилось, что и маленьких талантов хватает. Вот и несколько дошколят по счастливой случайности стали участниками эстрадной студии «Тоника». Их педагог Ксения Татарникова буквально разглядела в этих малышах недетский потенциал. Стали приходить дети более младшего возраста. А дети, в принципе, с данными, которые мы смогли разглядеть. Поэтому у нас есть, их мало, 2-3 человека. В 5 лет, если, может быть, и такое, что мимо нот, к 8 годам это уже все может поменяться. Чем они младше, тем лучше, поскольку они как пластилин. Они и артистичнее становятся, у них еще нет никаких зажимов внутренних. Поэтому, мне кажется, с ними даже интереснее может быть. Кстати, начинание любого ребенка нужно хорошенько отметить. И неважно чем – похвальной речью, восторженными глазами или бурными аплодисментами. Это можно сделать уже завтра в 16:00 в концертном зале филармонии. Воспитанники студии на своем отчетном концерте покажут не только номера, которые успели полюбиться зрителю, но и несколько премьер.